Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами как всегда ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал и смотрите мое видео, за вашу невероятную теплую поддержку комментариями и лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас отсыпочка на мужчину, который хотел бы с вами поговорить. Давайте узнаем, кто же из мужчин хочет с вами поговорить и о чем. Загадывать ни на кого не надо, просто загадайте на себя. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что за мужчина и о чем хочет со мной поговорить? Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Все высшие силы вводят меня руками. То, что сейчас не сказано, можно услышать и узнать. Так, смотрите, как он эмоционирует по поводу вас. А вас как показали, боже мой. Смотрите, вас показали женщиной с мечом в руках. Ого! Ну, вы горячая штучка. Очень горячая. Смотрите, либо вы такая есть на самом деле, либо именно мужчина, да, который пришел на цыпку, он вас такой видит. Он видит вас воительницей, он видит вас амазонкой. Такой прекрасной, но очень такой жесткой и строгой, да, которая вот берет меч и всех мужиков, значит, сечет, причем в капусту. К вам вот как-то не подступишься, не подойдешь. Вы неприступная крепость, понимаете? По крайней мере, это вот он так вас видит. Да, я не спорю, может быть, другие мужчины постарались, что вы сейчас к себе кого попало не подпускаете, чтобы к вам подойти, нужно не один пуд соли съесть. Может быть. А может быть, вы просто очень серьезная женщина, очень такая серьезная, ответственная, да, которая в таком образе проживает. Ведь я вижу, что вы ощущаете себя совершенно вот в одиночестве, да, вот никого нет за спиной. Я все должна сама. Все, что у меня есть, я сама себе добилась, заработала. Либо я должна, помимо содержания себя, там, содержать деток, либо родственников. Может быть даже, я вот допускаю, что у вас может быть мужчина, вот муж, например, сожитель, в конце концов. Да, вот, кстати, сожитель очень хорошее слово. Вроде как с кем-то живете, но вот всю бытовуху, все материальное тянете на себе. Да? Ну вот не с кем не поговорить, не посоветоваться. Как будто бы вы всем и все должны. А вот вам никто ничего не должен. Только вот с вас ждут и берут. У кого-то и так может отыграться. Но кто-то в гордом одиночестве проживает. Да, самодостаточная. Да, вы хотите любви, вы очень ее хотите, но где же ее взять, да? Вы так, кстати, знатно разочарованы в мужчинах в противоположном поле. Нет, вы не отрицаете, что есть нормальные, адекватные, но, к сожалению, вы их не видели. Либо вы их видели, но они все были уже заняты. Ну, приходится, конечно, вам нелегко, но с мечом рубить всех подряд, да, проблемы, там, дурных мужиков. Но вы здоровски справляетесь. Смотрите, тот, кто хочет с вами поговорить, здесь чувство симпатии, очень сильная симпатия в вашу сторону. И эта симпатия, она увеличивается с каждым днем, все больше и больше становится. То есть этот мужчина по праву, можно сказать, влюблен в вас, уже влюблен, да? Еще один шаг и все, и любовь накроет этого мужчину. Давно он за вами наблюдает, давно к вам присматривается. Здесь я даже вижу какие-то попыточки с вами там пообщаться на какие-то темы там житейско-бытейские, личного характера. Но вот что-то нет, не пошло, нет. Этот мужчина как по приливам живет, да? Вот ближе к полнолунию, либо в само полнолуние. Он прям старается как можно ближе к вам подойти. Так, ну мужчину вы этого точно знаете. У кого-то даже отыграется, что этот мужчина вам интересен и симпатичен, да, может быть, вы к нему присматриваетесь сейчас, но он уже, конечно, вас присмотрел, а вы лишь только присматриваетесь. Здесь такая, знаете, странная картинка, вот он вас видит с мечом, а вы его видите как немножко в тумане, да, вот хочу рассмотреть, хочу понять, кто он такой,
стоит ли он моего внимания, либо не стоит моего внимания. Как в гляделки играете с друг другом. В гляделки, да. Но точно, вы общаетесь, может быть, вместе работаете, может быть, живете по соседству, может быть, в одной компании встречаетесь. Но есть в вашей голове, в ваших глазах этот мужчина точно есть. Так, ну что ж, будет ли он с вами говорить? Во-первых, мне не нравится, что он с кем-то советуется. Советуется с каким-то, ну извините меня, недалеким человеком, который дает абсолютно противоречивые и неадекватные советы. Ну, дескать, ты там не форсируй, вот когда она там тебе подмигнет, сама подойдет, вот тогда только и давай. Вот, и он, соответственно, его слушает, либо ее, может, он с женщиной советуется. Здесь советы, они изначально неправильные, и это не ошибка. Здесь какой-то злой умысел. То есть фактически человек, с которым он общается по поводу вас, не желает, чтобы вы с этим человеком были вместе. Вот так вот происходит, ребятки. Пока он это не поймет, пока так и будет. Но, я уже сказала, да, симпатия к вам с каждым днем все больше и больше, все сильнее и сильнее. И вот вижу, что будет выход его симпатии. Здесь как сама судьба ему поможет. Вот как ангел его к вам подведет. Какая-то будет ситуация, что ангел его подведет вовремя, в нужный момент. Как-то он, может, правильно среагирует на вас, на какие-то ваши потребности. Вот, и с этого все начнется. О чем он хочет поговорить? Да, о чувствах своих он хочет поговорить. Вас лучше узнать, кто в вашем сердце, кто в вашей голове. Вообще, настроены ли вы на отношения с кем бы то ни было. Как вы относитесь к любви, к семье. Вот такие у него вопросы к вам. Просто хочется услышать ваш голос, посмотреть вам в глаза, ощутить вашу энергетику, ваш запах. Такие у него желания. Кстати, очень мимимишные, такие нежные. Он, кстати, вас и ревнует, девочки. Вы не знаете, а он вас ревнует. И у него есть пару вопросов по поводу каких-то мужчин, с которыми вы общались, либо он вас видел, может быть, он даже в ваши соцсети лазит. Да, может быть, там что-то на фотографиях ему странным, подозрительным показалось. Очень бы ему хотелось узнать о вашем прошлом, что было в вашем прошлом, с кем вы были, была ли любовь у вас уже в жизни. Вот это все хотел бы узнать. Но здесь вот чисто романтика пошла. Девчонки, вот я вижу либо конец этого месяца, либо начало нового. И мужчина, как говорится, ангел приведет. Потому что сам он не сможет. Его тут надо либо пнуть, либо за руку подвести. Но вот вижу, что ангел его, видите, за собой за руку ведет, к вам подводит. Он к вам подойдет со спины. То есть вы не будете ожидать. Не будете ожидать. Мне вообще идет ощущение, что он вам чем-то будет помогать, либо в чем-то будет предлагать свою помощь. Такое мне идет. Причем сам, знаете, вот подойдет и скажет: вот я слышал, тебе что-то там надо сделать, помочь. Вот я могу, я готов. Да? Попробуй меня как помощника. Для вас это будет неожиданно, но приятно, потому что вижу, что мужчина вам тоже нравится. Ну, либо вы его отмечаете как симпатичного мужчину. Да? Почему нет? Вижу, что будете говорить. Вот все, что он хочет вам сказать в сегодняшнем дне, конечно, в первую встречу он вам не скажет. Он вам будет как-то вот по кусочку, дозированно говорить. Очень медленными шажочками он, девочки, к вам будет подступаться. Ну, такой мужчина, знаете, он все-таки с выдержкой дружит. Да, умеет себя вовремя взять в руки и умеет проявить терпение и такт. Такой, знаете, интеллигент, да, мужчина-интеллигент. Но навязываться он точно не будет. Это не в его стиле и вообще не в его норме поведения. Ну, такой неплохой, девочки, неплохой. Конечно, мужчина должен быть более открытый, на мой взгляд, да, более такой решительный, что ли. Ну, вот какой есть. Так, еще одного я мужчину вижу, который считает, что вы ему что-то должны. Либо что-то он на вас, там, не знаю, отдал, потратил, вложил. Считает, что вы ему должны. Мужчина злой, очень злой. И он, в принципе, по жизни такой, знаете, злодей мне идет. Постоянно вот кого-то обижает. Постоянно какое-то поведение у него такое, знаете, безобразное.
С этим мужчиной вы чем-то либо как-то были связаны. Вы все разные. У одних отыграется, что это ваш бывший, у других отыграется, что какой-то, ну, допустим, там, бывший начальник, либо какой-нибудь, там, не знаю, родственник. Он считает, что вы очень перед ним там виноваты, либо должны ему там с 3 короба, что вы там какая-то неблагодарная, как-то с ним там плохо поступили, либо если были отношения, что это из-за вас все рассыпалось, вы расстались. Ну, какие-то тут предъявы чисто материального характера идут. Вот что ты мне должна за то, ты мне должна за это. Нехороший он человек, абсолютно нехороший. Он хочет на вас наехать, вот наездом, да, вот наглостью своей, вас как-то врасплох тоже застать, чтобы вы ему что-то материальное отдали, либо даже от чего-то материального в его пользу отказались. Девчонки, будьте повнимательнее. Он, конечно, хам и нахал, но закон и право на вашей стороне. Я вижу, что он хочет вас как-то напугать, запугать. Не пугайтесь и не запугивайтесь. А идите в правоохранительные органы, пишите на него заявление. Ничего ему не давайте. Я вижу, что вы ничего ему не должны. Это он еще за какие-то свои поступки должен понести ответственность. Причем криминальную, уголовную. Вот 100%. Такой наглый тип. Здесь, кстати, больше идет, знаете, как на телефонный разговор, да, по телефону не лично, ну, большинство, наверное, да, по телефону он будет тут права свои качать. Ну, вы, я думаю, взрослые девочки знаете, куда послать. А лучше как-то записать, может быть, разговор и сразу вот в полицию пойти. Какой-то ненормальный, неблагородный и фу-фу-фу, какая гадость. Нет, плохой мужчина. Плохой. Так, еще с вами хотела бы поговорить женщина. Но эта женщина хотела бы поговорить о вашем будущем. Смотрите, вы все разные. У кого-то отыграется, что это ваша подружка, родственница, которая переживает за ваше будущее, за вашу личную жизнь. А у кого-то отыграется, что это женщина, которая, например, профессионально в вас заинтересована и хотела бы вам предложить, может быть, работу, либо сотрудничество, коллаборацию. То есть у нее мысли относительно вас очень, на самом деле, хорошие. Хорошие, и интерес такой живой идет. То есть настоящий, неподдельный интерес. Женщина мне нравится, энергетика у нее хорошая. Если это ваша родственница, то она действительно вас очень сильно любит, за вас переживает. Опять же, подруга, да, любит, переживает. Если это будущий, не знаю, работодатель, либо компаньон, коллега, то вы настолько похожи, и вам очень комфортно будет работать с этой женщиной. Вижу, что будет разговор, и разговор будет в каком-то месте, таком, знаете, тихом, спокойном, и вы будете очень расслаблены, и вот эта женщина будет предельно с вами честна и откровенна. Очень такой хороший, задушевный разговор состоится. И после этого разговора я вижу, что вам прям полегче становится. Может быть, вы что-то выскажете, да, какую-то больку свою выговорите, а может быть, услышите, что вами очень интересуются профессионально и воспрянете духом. Может быть, действительно работу хотите другую, либо чем-то заниматься хотите. Хорошая женщина, и разговор очень хороший у вас состоится. Так, еще я вижу, что вы с кем-то хотите поговорить. У вас есть разговор кому-то. Смотрите, тот разговор, который вы запланировали, он пройдет совершенно по-другому. Он пройдет совершенно по-другому, и будет результат гораздо лучше, чем вы, например, могли бы рассчитывать. То есть вы рассчитываете на что-то минимальное, а получите по максимуму. Опять же, вы все разные. Кто-то хочет поговорить с мужчиной, кто-то с женщиной, кто-то на работе, кто-то в личном. Но вот будет, я вижу, будет, и результат просто максимально идет. После этого разговора у вас глаза будут светиться. Прям совсем хорошо вам станет. Мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.